В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. Посольства Абхазии открыты в 3 государствах – России, Венесуэле и Южной Осетии. В разных странах мира работают 11 постоянных представителей Министерства иностранных дел Абхазии. Сегодня мы поговорим о работе представительства Абхазии в Германии, но об этом чуть позже. А пока расскажем о наиболее заметных событиях, которые произошли на этой неделе. На российско-абхазской границе 15 августа был отмечен новый рекорд. Пункт пропуска ПСОУ пересекли около 54 тысяч человек и 8 тысяч автомобилей. Пропускная способность международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» при этом составляет до 28 тысяч человек и до 1500 машин в сутки. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России. В сообщении также уточняется, что пик нагрузки на пропускной пункт приходится на выходные. 18 августа Рауль Хаджимба провел рабочее совещание в Министерстве внутренних дел. Президент поручил правоохранительным органам усилить патрулирование городов и районов республики в ночное время суток и раз в неделю проводить внеплановые рейды. Граждане, систематически нарушающие правила дорожного движения, садящиеся за руль автомашины в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, должны нести ответственность по всей строгости закона, подчеркнул президент. Министр внутренних дел Беслан Хагба сказал, что в сводке доклада МВД президенту будет включен список всех должностных лиц, задержанных за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба президента. 18 августа премьер-министр Артур Миквабия представил коллективу Государственной миграционной службы Абхазии нового руководителя Алексея Аджинджал. 17 августа президент подписал указ о назначении Алексея Аджинджала начальником Государственной миграционной службы Абхазии. Этим же указом Владимир Аршба был освобожден от исполнения обязанностей начальника Государственной миграционной службы на основании поданного им рапорта. С Хинвали 18 августа министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба высказался за дальнейшее укрепление взаимоотношений между двумя государствами. Делегацию Абхазии принял президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Он подчеркнул символичность данного визита в преддверии годовщины признания Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации. В этот же день в торжественной обстановке прошла церемония открытия посольства Абхазии в Южной Осетии. Вячеслав Чирикба назвал этот день еще одной светлой датой в истории двух братских народов. 18 августа примерно в 21:00 в районе остановки Колос в Сухуме из огнестрельного оружия был убит предприниматель Виталий Асландия. Мужчина был обнаружен мертвым в автомобиле напротив 2 своих магазинов – строительного и продуктового. По факту убийства прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Мотивы убийства, а также самого убийцу предстоит установить следствию. 19 августа Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Ачимчирский район. Вначале президент заехал в Арасадзыкскую среднюю школу, где обучается 52 ученика. Пообщался с педагогами и активом села и узнал о проблемах, которые волнуют крестьян. С 1 сентября детей будет возить в школу новенький микроавтобус, подаренный главой государства. В Уарчале президент принял участие в заседании по подведению итогов производственно-хозяйственной деятельности за первое полугодие. Глава государства, в частности, сказал, что республика живет на собственные средства, но продолжает получать финансирование со стороны России по нескольким направлениям, в том числе по линии силовых ведомств выплачиваются пенсии. Все разговоры о натянутых отношениях с Россией, по его словам, не соответствуют действительности. Задержка российской финансовой помощи связана с проверкой проектно-сметных документаций, которые уже прошли экспертизу, отметил глава государства. Россия делает все для того, чтобы Абхазия состоялась. Наши встречи, и не один раз я встречался с президентом Российской Федерации, и президент Российской Федерации открыто говорил и мне, и в присутствии той делегации, которая была со мной, о готовности России помогать Абхазии, поддерживать ее суверенитет и способствовать тому, чтобы Абхазия состоялась. И все те спекуляции, которые имеют место вокруг договоров, о которых очень много говорят, но многие не знают некоторых положений этих документов, то хотелось бы заметить, и документы эти будут подписаны,
После встречи с активом Тхуарчальского района президент посетил село Лада, осмотрел состояние средней школы, в которой обучаются 35 детей, и пообещал выделить средства на установку новых окон и внутренние отделочные работы. Республиканская общественная организация «Апсадгел» будет придерживаться центристской позиции и во главу угла ставит вопрос преодоления разделения в обществе. Об этом заявил ее руководитель, политик и бизнесмен Беслан Эшба на пресс-конференции. Организация была зарегистрирована 30 июля. Беслан Эшба не исключил возможности того, что Апсадгел из общественной организации может трансформироваться в политическую партию. Помимо представителей общественности, членами общественной организации Апсадгел являются 5 депутатов парламента республики. 1 миллиард 18 миллионов рублей. Ровно столько денег из российской финансовой помощи были нецелевым образом израсходованы в Абхазии за последние 3 года. Неэффективно расходованы 604 миллиона рублей. В совокупности неправомерным образом были израсходованы около 1 миллиарда 622 миллионов рублей. Таковы результаты совместной проверки Счетной палаты России и Контрольной палаты Абхазии. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Сериков на совещании в Кабинете министров, на котором шла речь и о финансовой деятельности каждого министерства. Вице-премьер привел в счет целый ряд нарушений и злоупотреблений. Ряд объектов строительства, которые происходили на границе, это погранпереход, это строительство железнодорожного, автобусного вокзала. Происходили факты, при которых договора заключались на 40 миллионов рублей. Акты, закрывающие эти работы, закрывались на 80 миллионов рублей, а деньги перечислялись в размере 90 миллионов рублей. Никакие дополнительные сметы к подписанным договорам не оформлялись, а если оформлялись, они утеряны и восстановлению, как показывает практика, не подлежат. Продавать или не продавать недвижимость, в том числе жилой фонд, иностранным гражданам. Этот вопрос обсуждался в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия на семинаре «Отчуждение недвижимого имущества иностранным гражданам и его последствия». Ученые высказались против продажи недвижимого имущества иностранцам. По мнению доктора исторических наук, академика Теймураза Ачугба, продолжение политики перенаселения Абхазии путем продажи иностранным гражданам недвижимости угрожает интересам абхазского народа. Он считает, что у России нет желания осваивать новые территории и скупать в Абхазии недвижимость. Зато такая потребность есть у 1,5-миллионной грузинской диаспоры, которая живет в России. По итогам семинара было предложено сформулировать общий подход, изложить его в письменном виде и направить документ в парламент и руководству страны. Круглый стол, посвященный 7-летию признания независимости Абхазии и России, состоялся в Доме Москвы в пятницу. Дата 26 августа, по мнению выступивших, стала следствием борьбы абхазского народа за самоопределение. На встрече отмечалось, что необходимо углублять отношения двух стран и придать им практическую направленность, а также укреплять взаимодействие между общественными организациями. Круглый стол был организован Координационным советом русских общин, российских соотечественников в Абхазии при содействии посольства России, Россотрудничества и Дома Москвы. За эти 7 лет, можно сказать, наши отношения пережили различные этапы. Сейчас мы находимся тоже на, можно сказать, принципиально новом этапе. Это углубление интеграции между нашими странами, выполнение прошлогоднего договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Это все события, которые запомнились нам на этой неделе. А теперь вернемся к главной теме программы – работе представительства Абхазии в Германии. Мы решили воспользоваться приездом домой Хиблы Амичба, полномочного представителя Республики Абхазия в Германии, и разузнать у нее, чем занимается возглавляемое ею загранпредставительство. Здравствуйте, Хибла Георгиевна. Здравствуйте. Мы приветствуем вас на родине. Как проходит отпуск? Спасибо, очень хорошо. Мы здесь проводим наш отпуск, и в то же время для нас это очень полезно побывать лично здесь и как-то освежить ту информацию, те данные, получить какие-то поручения от нашего МИДа, находясь здесь. Хибла Георгиевна, на этой неделе произошло знаковое событие. Было открыто еще одно посольство Абхазии, на этот раз в Южной Осетии. Давайте сначала посмотрим сюжет об этом, а потом уже приступим к разговору о том, как работает ваше представительство.
16 августа делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с Вячеславом Чирикбо прибыла с официальным визитом в Южную Осетию. Одной из первых была встреча с послом Республики Абхазия в Южной Осетии Аланом Илбакиевым. Затем состоялась встреча министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Вячеслав Чирикбо и Казбулат Сховрепов обменялись мнениями о текущем состоянии дел в области двусторонних отношений. По завершении встречи министрами был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на следующий год. Вопросы межпарламентского сотрудничества дипломаты из Абхазии обсудили с председателем парламента Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Далее абхазскую делегацию принял президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов. Он отметил нацеленность данной встречи на укрепление взаимоотношений между нашими государствами. Вячеслав Чирикбо также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии и всестороннем укреплении взаимоотношений между нашими государствами. Действительно, очень много общего и в истории, и в современности, и в будущем тоже. Мы будем вместе всегда, будем дружить, будем общаться, будем развиваться во всех направлениях вместе. Так что я думаю, что согласен с вами, что у нас впереди хорошее будущее. Нашу встречу сегодняшнюю я расцениваю как надежду на дальнейшее сближение наших народов. И так мы исторически всегда были близки друг к другу. Там, где мы встречали представителей абхазского народа, наверное, и вы встречали представителей осетинского народа, всегда говорили о том, что мы одной крови. Мы придерживаемся этого принципа и дальше будем двигаться в этом направлении. По завершении встречи министры иностранных дел подписали соглашение между правительствами Абхазии и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Затем наша делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия посольства Абхазии в Южной Осетии. В своей приветственной речи президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов отметил значимость события и пожелал народам Абхазии и Южной Осетии мира и процветания. Затем состоялся небольшой концерт, на котором музыкальные коллективы исполнили абхазские и осетинские песни и танцы. Нала Мукба, Абхазское телевидение. Хибла Георгиевна, вы по образованию филолог. Закончили аспирантуру и докторантуру Института языкознания Российской академии наук. Защитили кандидатскую. Как так вышло, что вы стали заниматься дипломатической работой? Как вы стали представителем Абхазии в Германии? И как началась ваша работа? Расскажите. Самая первая поездка состоялась в 1997 году по поручению президента Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тараса Мироновича Шамба. Я поехала в Германию и начала там обучение нашей диаспоры абхазскому языку, истории, этнографии, части музыки. Такую работу мы вели в разных городах Германии. Потом была вторая поездка, я поехала в Голландию. И с 2005 года уже по инициативе МИДа Абхазии, тогдашнего министра иностранных дел Сергея Мироновича Шамба, была назначена полномочным представителем МИДа Абхазии в Германии на общественных началах. В 2008 году, после признания Абхазии, мы стали официальными, все представители Абхазии стали официальными представителями президента Республики Абхазия, каждый в своей стране. С 2012 года в Германии было учреждено постоянное представительство Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия. Это в Западной Европе практически наше единственное дипломатическое представительство, которое работает, выполняя функции, так сказать, де-факто посольства, можно сказать. Какое количество сотрудников в вашем представительстве? Оно состоит из 3 сотрудников официальных. Помимо них оно поддерживается, конечно, абхазской, абазинской и черкесской диаспорами из Западной Европы. У меня есть еще сотрудники, которые работают на общественных началах. Вы ведете курсы абхазского языка для представителей абхазской диаспоры в Германии. Какое количество людей посещают эти курсы? Насколько сильно желание у абхазской диаспоры изучать родной язык? По какой программе и по каким учебникам ведется обучение? И вообще, какой язык общения у черкесской диаспоры в Западной Европе?
Да, вы правильно заметили, действительно диаспора часто называет себя черкесской, так уж сложилось за рубежом, что образовалось такое общее понятие черкесы. Но в последнее время, конечно, абхазы уже называют себя абхазами, когда их спрашивают о национальной принадлежности. Диаспора многочисленная, насчитывает приблизительно вся черкесско-абхазская диаспора около 40 тысяч человек. Из них около 10 тысяч, по нашим данным, проживает непосредственно в Германии. Это основной центр проживания диаспоры. Основные волны миграции из Турецкой республики происходили в Германию по договоренности обоих государств. Было несколько волн миграции, и уже более 40 лет они проживают там. Подрастает уже почти третье поколение диаспоры, которая уже стала второй ступенью. Они, естественно, у них национальное самосознание высокое, они себя считают относящимися к абхазам, к абазинам, к черкесам и к другим национальностям Кавказа. Поэтому у них возникала всегда такая потребность иметь какой-то культурный центр, объединяющий их. И поэтому сформировалось несколько культурных центров во всех крупных городах Европы, в основном в Германии. Их объединяет, во-первых, общее происхождение, общие праздники, какие-то мероприятия, на которые съезжаются все представители диаспоры. Их объединяет родство. Очень много семей, которые состоят из представителей и черкесской, и абхазской национальности, и других национальностей. Есть еще вот такая идея, подсказанная нами старшими представителями нашей семьи. Я считаю, что она очень важна и была поддержана другими диаспорами, московской, турецкими нашими представителями и так далее. Это идея начать всемирную перепись диаспоры. Я думаю, что никто не может точно назвать какую-то цифру. Это большой пробел для нас, для всех, поэтому существует большая необходимость начать такую перепись диаспоры. Мы эту идею предложили, она была поддержана и нашим МИДом. Я думаю, что все культурные центры нас поддержат. По всем городам и странам проживания нашей диаспоры мы будем составлять списки, базу данных через интернет, чтобы знать, какое количество абхазов, абазин, черкесов проживает за рубежом, в каких городах, какое количество членов семьи у каждого из них, знание языка. Будем спрашивать их по 3 ступеням, а также специальность каждого из них, какую он занимает позицию, то есть, чтобы иметь всю эту информацию, я считаю, что очень важно для нас всех. Мы не проговорили, какое количество людей посещают эти курсы, по какой программе и по каким учебникам идет обучение. Да, курсы были начаты, как мы сказали, в Штутгарте, дальше продолжены в разных городах Германии, Голландии. Потом мы опубликовали курсы абхазского языка в интернете. То есть сейчас каждый из них может обучаться через интернет. Программа «Абхазский язык как иностранный» для тех, кто его не знает, то есть с нуля. Это специальная программа, разработанная Абхазским государственным университетом, и по этой программе мы и занимались с самого начала. Количество самое разное в разных культурных городах, в культурных центрах разных городов. Начинается с маленькой группы, потом они увеличиваются, и в итоге, допустим, в Штутгарте у нас было около 100 человек в группе самого разного возраста, начиная от маленьких детей и заканчивая старшими представителями диаспоры, которые очень хорошо говорят на языке, но не владеют письменным языком. Вот. А молодых, конечно, всегда приходится обучать с нуля. Вы сказали о том, что у представителей абхазской диаспоры высокое национальное самосознание. Да. Удалось ли им сохранить традиции, обычаи? Насколько они проявляют высокий интерес к истории Абхазии, ее культуре? Да, национальное самосознание высокое. Они себя считают абхазами, черкесами, абазинами.
осетинами, дагестанцами, чеченцами. То есть каждый конкретно знает, к какой национальности он относится. И принят нашей республикой закон о том, что каждый представитель диаспоры является автоматически гражданином Абхазии. По приезде сюда он может получить паспорт. Это тоже очень важно для них. Кроме того, традиции сохранились. Удивляемся даже, насколько они сохранены. Сохранился очень интересный, архаичный абхазский язык у старшего поколения. В принципе, моя первая поездка была связана со сбором материала, поскольку диссертация докторская, ее тема – это язык западноевропейской абхазо-абазинской диаспоры. Язык сам по себе очень интересен. У него много архаизмов и заимствований из турецкого, арабского языков. Там также чувствуется влияние европейских языков. То есть сам по себе лингвистический материал очень интересен. Конечно, важно, чтобы они чаще приезжали на родину, чтобы были частые контакты. Поэтому другими идеями, предложенными нами, являются проведение, допустим, каких-то совместных мероприятий, участие их в каких-то музыкальных конкурсах, которые проводятся в Абхазии, в спортивных соревнованиях, обмен студентами и так далее. Вы говорили о том, что черкесская диаспора проводит праздники. Скажите, вот интересно, как вы проводите праздник, самый главный праздник для Абхазии – это День Победы. Как это все происходит, расскажите. Много лет назад было нами предложено отмечать День Победы, 30 сентября в Европе. Она была поддержана в разных культурных центрах. Проводим такие вечера, посвященные Абхазии. Прежде всего мы показываем фильм какой-то документальный, повествующий о событиях тех дней. Потом те, кто знает абхазский язык, произносят, это очень важно для нас, особенно молодые представители, произносят речь на абхазском языке. Пусть короткую, может быть, какое-то короткое стихотворение, но обязательно стараемся, чтобы было зачитано на абхазском языке. Потом нами была организована танцевальная группа в Берлине, сейчас они занимаются, часто выступают тоже своими силами, показывают свое искусство. В такой праздничной атмосфере стараемся проводить такие мероприятия. Кроме того, очень большое значение для диаспоры имеет такая траурная дата, как 21 мая, которую опять-таки все отмечают совместно в разных местах, в разных городах Европы. Каждый раз заранее назначается какой-то город, куда съезжаются очень многие представители диаспоры, и отмечается день депортации наших народов в страны Ближнего Востока. Рассматриваете ли вы вопрос обучения абхазских студентов в вузах Германии? Насколько вообще это реально? Да, этот вопрос, конечно, поднят был много лет назад. Прилагалось много усилий для того, чтобы абхазские студенты имели возможность обучаться, стажироваться в Европе. Одной из таких идей наших было начать обучение наших студентов через немецкую академическую службу обмена. К сожалению, оно было пресечено грузинской стороной. Было поставлено условие обучения наших студентов только в качестве граждан Грузии. Конечно, оно нами было отвергнуто. Сейчас у нас есть такая возможность при помощи преподавателей свободного университета города Берлина, профессуры, представители которой по нашему приглашению были в Абхазии. У них есть такое предложение обучать наших студентов и выпускников нашего вуза, даже дать им возможность защищаться в Берлине, в свободном университете. Это одно из элитных учебных заведений, как вы знаете. В 2013 году был проведен День Абхазии в Европарламенте. Это знаковое событие, это впервые в истории Абхазии. Расскажите, как прошел этот день, какие звучали доклады, кто выступал, какая реакция была у европейских парламентариев? Мне хочется рассказать о том, как была затеяна
Да, кто организовал это мероприятие? Кто организовал это мероприятие? В Европе существует Федерация черкесов Европы. От руководства черкесов Европы нам стало известно, что подряд было проведено на протяжении 7 лет 7 черкесских дней в Европарламенте. Идея эта была, принадлежит Джему Издемиру, бывшему депутату Европарламента, который по своему происхождению является шапсугом. И 8-й день, который планировалось провести в Европарламенте, в силу определенных обстоятельств был под вопросом. То есть неизвестно было, будет ли он проведен или нет. И мы сразу же предложили, возможно ли, чтобы Абхазия провела этот день совместно с Черкесской ассоциацией. Идея была поддержана руководством, адмиралом Даждемиром. И мы им очень благодарны. Мы об этом сообщили руководству Абхазии, непосредственно под контролем и руководством МИДа Абхазии, Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Также мы благодарны Торгово-промышленной палате Республики Абхазия. Нашей основной целью является сказать о том, что есть другая точка зрения Абхазии, проинформировать о ней, вообще заявить о себе. Думаю, что это нам удалось. Присутствовавшие с большим интересом выслушали 15 докладов, которые представляли разные сферы жизни Абхазии, историю, сегодняшний день, перспективы развития, политику, экономику, проблемы диаспоры, проблемы абхазского, абазинского языков. Задавалось много вопросов. Присутствовали представители ООН, ОНН, присутствовали депутаты Европарламента, даже присутствовал один из руководителей, член королевской семьи Бельгии, один из руководителей Европарламента. То есть такая площадка, конечно, для нас очень важна. И она помогла нам дальше в налаживании контактов. То есть вот такая проведенная предварительная работа нам помогла дальше реализовать такой проект, как участие Абхазии в «Зеленой неделе» в Берлине, как ни удивительно. Что это за мероприятие? Тоже расскажите о нем. «Зеленая неделя» – это ежегодное мероприятие, в которое участвуют все страны мира, практически международная ярмарка сельскохозяйственной продукции, которая проходит каждый раз в Берлине. Абхазия в ней еще никогда не участвовала. Это самый первый раз участие Абхазии в «Зеленой неделе» в Берлине. У нас был свой собственный павильон, и продукция Абхазии, привезенная и представленная Торгово-промышленной палатой Абхазии, вызвала большой интерес. По нашим подсчетам, в среднем в день эту выставку посещало около 16 тысяч человек. Немецкая сторона проявила большой интерес, была удивлена успехом Абхазии на этой выставке. К сожалению, как всегда, грузинская сторона заявила протест и потребовала того, чтобы все это было пресечено и что в дальнейшем не было никакого участия Абхазии в «Зеленой неделе», но я думаю, что это будет не так. Ну, это обычная реакция грузинской стороны, да, к которой мы уже привыкли. И которая подтверждает то, что это действительно очень важно для нас. Конечно, важно налаживать и экономические связи. Это тоже очень важный момент. Планируется также участие Абхазии в туристической ярмарке в Берлине и во Франкфурте. Вот. Есть такие планы. Но, конечно, при поддержке Абхазии, думаю, что все это удастся осуществить. То есть это в перечне мероприятий, которые запланированы вот на будущее, да? Еще какие мероприятия ваше представительство планирует провести? Мы планируем еще провести несколько дней Абхазии в Берлине. Говоря об истории проведения этих дней Абхазии, надо, наверное, рассказать о том, что мы уже на протяжении многих лет проводим их в Гамбурге, в музее этнологии, где у нас есть хорошая поддержка, хорошая площадка. Благодаря профессору Вольфгангу Кёпке, он является профессором и директором этого института, большим другом Абхазии. И там же была проведена
выставка, посвященная черкесскому народу, где у нас был тоже часть этой выставки принадлежала Абхазии и абхазскому и абазинскому народам. И мы там тоже представили свои экспонаты. Мы бы хотели провести несколько таких дней Абхазии в Берлине при поддержке российской организации Россотрудничества, которая нам предоставляет свои помещения, выставочные залы, концертный зал. Также мы планируем там провести круглый стол на тему Абхазии с участием европейских ученых. Еще планируется проведение круглого стола с участием представителей Южной Осетии, Нагорно-Карабахской республики, Приднестровья, Абхазии в Бундестаге, с участием депутатов Бундестага. Есть ли что-либо, что объединяет Абхазию и Германию, несмотря на такую географическую отдаленность? Вы как-то рассказывали о том, что вы смогли найти контакт с потомками принца Ольденбургского, который основал Гагрский климатический курорт. Расскажите немножко об этом тоже. Да, это очень интересная история. Впервые мы пригласили представителя и руководителя дома фон Ольденбург. Это кровные родственники принца Ольденбургского по немецкой линии, на конференцию в Гамбурге. И с этого началась наша дружба с этой семьей. Они очень любят Абхазию, очень трепетно относятся к своей истории, к тому, что было сделано Александром Ивановичем Ольденбургским в Гагре. И по нашему приглашению семья Ольденбургов посетила Гагру, была принята президентом Абхазии. И вот они нас всячески поддерживают, мы их всегда приглашаем на все наши мероприятия. Конечно, быть непризнанными и работать в стране, которая еще не признала нас, это очень сложно. И это огромная ответственность. И вот такие контакты нам всегда помогают в нашей работе. А как вы взаимодействуете с другими диппредставительствами? Да. Как вы сумели наладить с ними контакт? Очень важный контакт для нас – это российское посольство, находящееся в Берлине. Мы очень им благодарны за ту поддержку, которую они нам оказывают в течение многих лет. Двери российского посольства всегда открыты для нас. Чрезвычайный полномочный посол России Владимир Михайлович Гринин часто приглашает нас на собеседования. Мы рассказываем ему о проблемах, которые у нас есть, о наших достижениях. Всегда пользуемся его советами. И они нас приглашают на все свои приемы. Мы сотрудничаем всегда с представителями Нагорно-Карабахской республики, которым мы очень благодарны, оказывающим нам большую поддержку. Мы наладили также контакт с представителями Южной Осетии, которые неофициально, но есть тоже в Берлине. Представители Приднестровья с нами находятся на постоянной связи, находясь у себя на родине. Кроме того, посольство Венесуэлы, конечно, поддерживает нас, мы с ними очень дружим, и посольство Армении. Вы работаете на энтузиазме наверняка и на такой огромной любви к родине. Не знаю, наверное, не скромно было бы говорить о том, что мы достигли там каких-то невероятных результатов и так далее, но я чувствую всегда большую ответственность, возложенную на меня, когда приходится выступать и представлять свою республику, не только свой абхазский народ, но и все население Абхазии, и сказать все, что важно для нас, и в то же время не сказать ничего такого, что могло бы помешать в дальнейшем нашим налаженным контактам. Вы ощущаете такое давление со стороны грузинской диаспоры на ваше представительство? Со стороны диаспоры пока давления не было, но вот было много протестов. Я могу привести несколько примеров. То есть на нашу конференцию в Европарламенте приехала большая делегация, состоящая из грузинских журналистов. Они сняли нашу конференцию, брали интервью у участников, и потом все это освещалось на многих каналах грузинского телевидения. Подавалось, конечно, все с негативной точки зрения. Кроме того, пресечено было начатое нами
такое хорошее дело обмена студентами много лет назад, когда шли переговоры в Женеве, затем в Бонне. Все это было приостановлено. Сейчас мы надеемся, что удастся все-таки это реализовать. Что касается нашего участия в «Зеленой неделе», как бы не хочется повторяться, но немецкая сторона была доведена до того, что они вынуждены были извиняться за наше участие в этой «Зеленой неделе». Они сами, конечно, вынуждены придерживаться политической линии своего государства, это все понятно, но тем более важна наша работа там. При таком давлении Тбилиси удастся ли еще раз провести День Абхазии в Европарламенте? Думаем, что и День Абхазии в Европарламенте, и другие наши мероприятия, они вполне реально осуществимы. При этом надо учитывать какие-то формальности, которые требует немецкая сторона, организатор. Но проводить их необходимо. Останавливаться невозможно, тем более это важно, поскольку мы не признаны, это еще важнее для нас. У нас есть друзья, у нас есть хорошая поддержка, есть реально мыслящие, абсолютно объективно мыслящие представители европейских народов, которые хорошо понимают наше положение. Наши представители находятся в другой этнокультурной среде. Вы говорили о том, что они проявляют интерес к истории Абхазии. Нужно проводить работу для того, чтобы этот интерес не угасал. Какую конкретную работу нужно проводить? Прежде всего, нужно, чтобы они чаще приезжали на родину. Вот для этого существует сейчас уже много возможностей. Об этом мы все время информируем, как поехать, как получить визу, как получить разрешение на въезд в Абхазию. Все это есть и в интернете. Курсы приносят большую пользу. Наши все мероприятия, культурные вечера, презентации, конференции и все, что связано с Абхазией, конечно, для них представляет большой интерес. Я считаю, что особенно важно привлекать молодежь к нашим конкурсам, проходящим в Абхазии, к спортивным мероприятиям, к каким-то вот таким общим научным конференциям, молодежным организациям, привлекать их. Кстати, очень положительно сказалось на мнение диаспоры, поддержанное нами основание Абхазо-Адыгского союза молодежи. Вот, мы постарались, чтобы у этого Абхазо-Адыгского союза молодежи было свое подразделение в Европе. Вся пропаганда, которая велась в связи с Олимпиадой, внесла определенную свою лепту. Я не хочу сказать слово «раскол», но в некоторой степени негативно сказалось на взаимоотношениях черкесской и абхазской диаспор. Поэтому вот именно организация, основание таких организаций, как Абхазо-Адыгский союз молодежи и совместное проведение наших всех мероприятий с представителями адыгов и других народов Кавказа, считаю, что это очень важно. Я хочу процитировать слова президента президента Федерации черкесов Европы, которые он произнес в Брюсселе на конференции в Европарламенте. Он сказал о том, что никому и ничему не удастся разделить наши народы. Подтверждением тому является сегодняшняя наша конференция, он сказал. Хибла Георгиевна, на такой оптимистичной ноте я заканчиваю беседу. Я желаю вам и вашему коллективу успехов в важной работе по популяризации Абхазии в Германии. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии была полномочный представитель Абхазии в Германии Хибла Амичба. Мы продолжаем выпуск. Президент Абхазии Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гудаутский район. Он побывал в нескольких дошкольных учреждениях города, осмотрел готовность средних школ к началу учебного года, посетил Гудаутскую центральную больницу и ряд других социальных объектов. Сегодня же президент провел совещание в администрации Гудаутского района. Расширенный репортаж о поездке главы государства в Гудаутский район смотрите в нашем завтрашнем эфире.
Абхазии. К другим темам. В Сухуми впервые прошел специализированный курс для терапевтов, стоматологов и пародонтологов. Мастер-класс провел Андрей Акулович. Это один из востребованных в России преподавателей по терапевтической стоматологии, а также Рустам Ялышев, ведущий доктор клиники Denticure в Санкт-Петербурге. В двухдневных мастер-классах участвуют молодые стоматологи Абхазии. Впервые мы проводим специализированный курс для терапевтов, стоматологов и пародонтологов по темам шинирования при заболеваниях пародонта. Следующая тема у нас, которая будет, это устранение дисколоритов зубов путем отбеливания. Завтра у нас день будет посвящен вопросам общей эстетики, общей реставрации в стоматологии. Будет выступать ученик мой, это Рустам Ялышев, ведущий реставратор клиники Denticure стоматологической в Санкт-Петербурге. Соответственно, завтра у нас немножко будет другая программа. И в общем и целом мы за эти 2 дня разберем 3 больших блока, которые будут касаться укрепления зубов, отбеливания и реставрации в стоматологии современной. Звезда джазовой сцены Мариам Мерабова и группа «Мираев» выступили на сцене Абхазской государственной филармонии накануне вечером. Концерт собрал полный зал поклонников и любителей джазовой музыки. В программу выступления вошли известные джазовые песни и авторские композиции. Атмосферу музыкального вечера передаст Асида Малия. В зале Госфилармонии не было ни одного пустого кресла задолго до начала концерта. Публика разного поколения в трепетном ожидании выхода на сцену российской звезды. То и дело начинала аплодировать, как бы приглашая на сцену долгожданного героя. Среди многочисленных зрителей детишки, а среди них дети с особенностями в развитии. Партнеры проекта компания «Аквафон» приумножила хорошее настроение ребятишкам. Ее представители вручили каждому из них подарки. Говорят, музыка исцеляет душу. В это искренне верит и Мариам Мерабова. С первых секунд своего выхода на сцену она привлекла внимание зрителей своей простотой и непринужденностью. Спасибо, какое счастье вас видеть, какое счастье быть в Абхазии для меня. Я не была с детства. Я благодарна людям, компаниям, благодаря которым вообще состоялся наш концерт, возможность провести его в Сухум. Я благодарю компанию Bottega Interior. Interior, правильно? Bottega. И нашим партнерам компании Аквафон, конечно же. Открыла концерт джазовая музыка. Это любимый жанр певицы. Поэтому основная часть концерта была соткана из нот известных в мире джазовых композиций. Эти песни, конечно же, не кавер-версии. В совершенно ином прочтении, аранжировке и оркестровке композиции приобретали особый мотив. Певица, как и обещала, наполнила программу концерта неожиданными приятностями. Специально для представителей армянской диаспоры она исполнила несколько композиций на армянском языке. Кстати, Мариам Мерабова родом из Армении. Выход Мадины Кварацхелия на сцену публика встретила по-особенному горячо. Мадина и Мариам знакомы давно, и то, что они обязательно выступят в дуэте, не вызывало сомнений. Кроме того, Мадина Кварацхелия исполнила колыбельную «Шишнани». В зале под музыку в стиле румба танцевали многие зрители. На концерте было жарко в прямом и переносном смысле. Практически все это время Мариам не расставалась с веером. Позже зрителям призналась, это не жаркий климат, а энергия зрительского зала. Каждое выступление певицы сопровождалось громкими аплодисментами. И, конечно же, ей вручали шикарные букеты цветов. Поклонникам своего творчества джазовая певица раздала автографы. В числе его счастливых обладателей оказалась и наша съемочная группа. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Несомненно, зрители получили большое эстетическое удовольствие от концерта. Ой, она великолепная. Я сказала, Тина Тернер и Мариам Мерабова. Вот просто у меня слово. С удовольствием побывала на концерте. Моя мечта сбылась. Мечты сбываются в Абхазии.
И то, что она сегодня нам подарила, это драйв, это настроение, это чувство, частичку себя, я думаю, надолго останется в нашей памяти, в наших сердцах. Доволен информационный спонсор концерта «Аквафон», ведь вечер удался. Этим летом компания «Аквафон» поддержала очень много ярких, интересных проектов. Но джазовый концерт – это особенная тема, особенное направление. И, конечно, мы не могли остаться в стороне от проекта, где означено имя Мариам Мерабовой. Сегодняшняя реакция нашего зрителя показала нам то, как мы умеем ценить и понимать настоящих профессиональных исполнителей. В беседе с нами джазовая певица Мариам Мерабова призналась, успела полюбить не только красоту Абхазии, но и людей, живущих в республике. Она пообещала приехать в цветущий край еще раз. Я счастлива буду приехать еще раз и приехать уже с другой программой. Например, у нас есть расширенный состав с духовой секцией. Я буду счастлива, если мы сможем показать и эту программу. Тоже в великолепной публике. Напоследок нашим зрителям что-нибудь скажите, пожалуйста. Бзиалат шабайт. Нет, неправильно сказала. Шабайт. Вот. Да, долго репетировала. Товарищи, я вас очень люблю и желаю вам мира, радости, любви большой. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.